А теперь давайте переместимся ко мне на кухню. Конечно, бардачок, но я так спонтанно сейчас решил поснимать. В такую жару, конечно же, самая вкусная и самая крутая еда – это окрошка. Я ее просто обожаю, это мое любимое блюдо. Окрошку могу есть, я обычно ем ее по несколько тарелок. Потому что она как бы как пьешь, поэтому, наверное, так. Ну и очень вкусно. Я прям, у меня, даже сейчас я не думаю, уже предвкушаю. У меня уже там слюни текут. Но у меня окрошка особая, сейчас я вам покажу. У меня, ну не все так делают на самом деле, но это рецепт еще моей бабушки. Мы так делали в деревне. То есть в деревне это, конечно, используются немножко другие ингредиенты. Там используется квас, который стоял у нас в погребе. Натуральный квас, хлеб, там куски хлеба плавали. Ты вот так вот с утра приходишь там, или там днем жара, стоишь с кружкой в погреб, спускаешься, там он холодный. Хлеб так вот расталкиваешь и пьешь. Вообще очень вкусный квас был. И кислое молоко, сквашенное молоко, то есть это не кефир, ничего вот магазинное, а именно вот доили корову, в банке молоко оставляли, оно сквашивалось и получалось очень вкусный кефир. Вообще обалденный получался. И вот смешивая эти два напитка, делали окрошку. А мы немножко делаем по-другому. Моя мама так делает, и, собственно, я теперь тоже. То есть это в качестве основной жидкости будет тан или айран и кефир. В общем, у меня окрошка на кефире. Ну, есть такое блюдо, многие знают. На квасе я вообще не понимаю, как можно делать окрошку на квасе. Это просто, ну, на магазинном. Если бы это был тот квас, который делала моя бабушка, это другое дело. Это вот, конечно, будет очень вкусно. Но магазинный квас, купить бутылку вот этого магазинного напитка, порошка разбавленного, с газами еще, и вот им залить окрошку, это, ну, простите меня, кто так любит, но это вообще не мое. Это сугубо мое личное мнение, мои личные предпочтения. Если вы попробовали вот эту мою окрошку, вы бы сразу бы поняли, что надо есть только так. Вот я отвариваю картошку, сюда еще колбасу кинул, тоже повариться. Потому что она какая-то, ну, лучше, чтобы она чуть-чуть варененькая была, чтобы не быстро пропала. Яйца закипают. Картошку мелко порезал. Раньше, кстати, как делали? Варили целиком, а потом остужали, нарезали и клали. А я вот как бы решил вот сразу нарезать, сварить. Потом холодной водой залью, остужу и в окрошку. Зелень. Здесь у меня получается, я ее сначала лук настругал, с солью так вот помял хорошенько, потом туда петрушку, укроп. Что дальше-то? Дальше огурцы. Сейчас мы порежем огурцы. В общем, как я делаю? Огурцы, редиска. Это сейчас тоже мою, срезаю шкуру из редиски, из огурцов и на терке натираю. Я все на терке делаю. Редиску то же самое, я вот шкуру эту счищаю. Домашнюю нет, домашнюю ем, а вот что-то магазинную. Картошка сварилась с колбасой. Сейчас кипяток сливаю и заливаю холодной водой, чтобы остыло. Ну, времени, потому что я хочу побыстрее кушать. Можно было поставить вот такой остывать, там на несколько часов мне. Яйца тоже сварились. На терке все это, огурцы и редиску перетираем. Многие режут кусками, но мне так больше нравится, потому что там так прям такая консистенция у окрошки очень прикольная получается. Вот кто так не делал, попробуйте, это реально очень прикольно. Резать это и долго нарезать это кусочками, и там оно кубиками плавает, то есть, ну, как бы, не знаю, вот неоднородная получается консистенция, и как будто бы вот они, ингредиенты, ну, немножко выделяются, что ли, не знаю. Редис, допустим, когда попадется куском. Вот редиска с огурцом. Сейчас мы ее подсолим. И пусть тоже в соли постоит чуть-чуть. Пора смешивать. Смотрите, какой сок хороший. И мы сейчас все это сюда. Дальше у нас яйца. Их я тоже на терке делаю. Почему бы нет? Вот такая вот каша получилась у нас из всего этого. Остудил в холодильнике. И что? Финальный штрих. Кефир тан я положил в морозилку. Ну и все. Выливаем кефир. Есть еще тут такой напиток, называется бодрячок. Вот я почему-то у нас не сталкивался. И вот он, кстати, очень хорошо идет в окрошку. Ну, я уже делал. И прям вот
Хорошо пошел. Тан надо выбирать, на самом деле, тоже. Ну, он вкусный. Я пробовал. Потому что если купишь невкусный тан, это все испортит. Так, ну как у нас тут? О, густая. Да, наверное, хватит. Пусть будет так. Ух. Ну что, приступим. То, что надо. И вот так вот я начинаю крошку кушать, и мне не остановиться. Я по 3 тарелки. Вот такой вот летний рецепт. Ну, сейчас, знаешь, в холодильнике постоит подольше, будет вообще настоится. Будет, мне кажется, еще более такая насыщенная. Вот, так что пробуйте. Всем приятного аппетита.